С этого склада ни одна партия продуктов не поступает в сыктывкарские магазины без ветеринарных документов. Здесь мясо, рыба, полуфабрикаты. Уже 2 года оптовики работают по системе «Меркурий». Они стали одними из первых в России, кто перешел на электронную ветеринарную сертификацию. И уже оценили ее плюсы. Главный – экономия времени. Если раньше мы должны были распечатать все эти накладные и отвезти ветеринарным специалистам, которые, конечно, занимало очень много времени, вручную выписывать на бланочках эти документы, то доставку товаров мы могли произвести только лишь на следующий день. Сейчас при работе в «Меркурии» одобрение ветеринарных специалистов мы получаем в 30-40 минут. Поэтому доставка всех товаров производится в этот же день. Но, конечно, это удобно. В этом сыктывкарском хозяйстве «Меркурий» только постигают. Специально для этого на ферму провели интернет. Специалисты прошли обучение. Молодняк, племенной скот и мясо теперь продают только через эту программу. Она позволяет отслеживать, куда поступает продукция. Впрочем, до конца в «Меркурии» столичные аграрии еще не разобрались. Освоить «Меркурий» полностью в этом хозяйстве планируют до конца года. Пока до сих пор на бумаге. Здесь оформляют справку на молоко. Делают это раз в месяц. У других фермеров региона планы не столь оптимистичные. Для сельских районов, где интернет до сих пор в диковинку, «Меркурий» – настоящая головная боль. И таблетку от этого недуга самостоятельно аграрии не найдут точно. По Кайгородскому району это 3 объекта. Коймолпром, хлебокомбинат и цех по убою и разделке мясной продукции ООО «Кайгородская». Для них это будет действительно проблематично. Министр сельского хозяйства, зампредседателя правительства, пообещал проработать этот вопрос в правительстве со связистами, чтобы было ликвидировано вот этот пробел и получили возможность сельскохозяйственные производители произвести взаимодействие с ветеринарной службой через вот эту систему «Меркурий». А еще расширят список продуктов, на которые необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Попадут сюда и все молочные продукты, в том числе сливочное масло. Сейчас на него выписывают лишь декларацию раз в 5 лет. И это позволяет производителям не сильно заботиться о качестве продукта. 5 лет может производить под этой декларацией масло в любом объеме. И вот эта проблема есть, и мы это фиксируем регулярно. То есть тот фальсификат, который сейчас в обороте есть, он благополучно сопровождается декларациями, и все нормально. Зеленый свет горит для таких. Вот. Сейчас масло сливочное в том числе будет подвержено обязательной ветеринарной сертификации. А еще после внедрения «Меркурия» потребитель сам сможет проверять качество продукции. С помощью смартфона считывать специальный код и получать все сведения о товаре. Где, когда и кем он произведен. Здесь подделать данные будет практически невозможно. И, похоже, именно эта система станет серьезным шагом по наведению порядка на продовольственном рынке страны. Виктория Палкина, Павел Юлианмин, Павел Фетисов, телеканал Юрган.